В Коми подвели итоги первых месяцев отопительного сезона. В целом все проходит в штатном режиме, серьезных аварий на инженерных системах не было. Между тем, у жителей республики возникает немало вопросов, которые они направляют в нашу редакцию. Их мы переадресовали исполняющей обязанности руководителя региональной службы строительного, жилищного и технического надзора Ольге Микушевой. Ольга Михайловна, здравствуйте. Расскажите, как проходят первые 3 месяца отопительного периода в Коми? В этом году отопительный период начался раньше обычного в связи с тем, что погода на территории практически всей республики установилась очень рано холодная. И традиционно в первые дни, и даже можно, наверное, сказать, в первые недели начала отопительного периода было достаточно большое количество обращений граждан. Эти обращения поступали в том числе и в наш адрес. И обращения связаны либо с отсутствием тепла, либо с некачественным теплоснабжением. Но все эти вопросы службой были взяты на особый контроль. Нам пришлось в оперативном порядке совместно с управляющими организациями отрабатывать и контролировать приведение качества отопления в соответствии с требованиями законодательства. Каких-либо серьезных аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления за 3 месяца отопительного периода не было. Можно сказать, что отопительный период проходит в штатном режиме. Вот вы сказали о том, что изначально поступали какие-то жалобы от жителей на холодные батареи. Сейчас они поступают? Такие обращения есть. Их немного, они не массовые, но такие обращения поступают. Но мы понимаем, что мы живем в Северной Республике, что у нас достаточно суровый климат. И приоритет вообще, наверное, и ресурсоснабжающих организаций, и правительства республики – это все-таки обеспечить, задача номер 1 – это обеспечить потребителей в первую очередь отоплением. Поэтому, когда в наш адрес поступают обращения, связанные с некачественным теплоснабжением, мы такие обращения отрабатываем в приоритетном порядке, и мы сейчас поставили для себя задачу рассматривать такие обращения в 7-дневный срок, а не в тот период, который предусмотрен федеральным законодательством 30 дней. И здесь я хотела бы еще напомнить потребителям уже о тех нормативах, которые установлены к качеству отопления. Эти нормативы установлены правительством Российской Федерации, и они говорят о том, что если услуга теплоснабжения оказывается в дом по централизованным системам теплоснабжения, то в жилых помещениях должно быть обеспечена температура воздуха не ниже 20 градусов, а в угловых комнатах не ниже 22. И если вот эти нормативы не соответствуют, вернее, температура в жилом помещении не соответствует утвержденным нормативам, это говорит о том, что коммунальная услуга предоставляется ненадлежащего качества. Если температура в квартире все же ниже тех норм, которые установлены, куда обращаться, что делать? В первую очередь потребитель, если у него холодно в квартире, должен обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Причем потребитель должен удостовериться, что его заявка принята, что она зарегистрирована. И для этого ему на другом конце провода должны озвучить фамилию, имя, отчество человека, который эту заявку принял, озвучить номер заявки и время принятия заявки. И в это же время с потребителем должно быть согласовано время, когда управляющая организация сможет подойти и зафиксировать факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества. Выявив факт предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, управляющая организация обязана принять меры к устранению причин, послуживших, повлекших предоставление услуги по отоплению не того качества, которое предусмотрено законодательством. Бывает, что управляющие компании не откликаются оперативно и не решают проблем. Вот что в таком случае делать потребителю? Да, действительно, такие факты
бывают. И если управляющая компания не реагирует на обращение потребителя, либо же не принимает мер по приведению отопления в надлежащее качество, потребители могут обратиться в адрес нашей службы либо государственной жилищной инспекции по месту жительства. Мы по данному обращению, как я вам уже говорила, в приоритетном порядке проведем проверку. И если во время проверки будут выявлены факты неисполнения управляющей организацией своих обязанностей, мы примем меры по понуждению данной организации исполнить требования законодательства. Отопление часто называют одной из самых дорогих коммунальных услуг. Особенно это остро ощущается зимой, наверное. Да? Есть ли какие-то способы для снижения платы? Здесь нужно понимать, как начисляется плата за отопление. Приведу примеры. Если дом оборудован общедомовым прибором учета, то мы с вами понимаем, что плата за отопление зависит от того количества тепла, которое поступает в дом. И для того, чтобы снизить эту плату, мы должны снизить объем потребляемой тепловой энергии. Заменить старые окна и двери на новые, утеплить чердаки, подвалы, подготовить дом к отопительному периоду. И параллельно установить системы регулирования приема тепла, которые зависят от погоды. И вот проведя эти мероприятия, дом будет потреблять оптимальное количество тепла, необходимое дому. Жители не будут переплачивать за тепло, которое улетает в дырявые окна и двери, и вот таким вот образом эта проблема будет решена. Второй случай, когда дом не оборудован общедомовым прибором учета, здесь мы понимаем, что начисление платы за отопление осуществляется по нормативам потребления, и какие бы мероприятия здесь собственники не проводили, мероприятия по энергосбережению, снижение платы в данном случае за отопление не произойдет. Необходимо жителям таких домов установить прибор учета, общедомовой прибор учета тепловой энергии, провести мероприятия по энергосбережению, которые мы уже обозначили с вами ранее. Не можем не затронуть и вопрос корректировок. Особенно остро он стоит, наверное, в конце зимы. В этом году ждать ли потребителям очередных корректировок? Правила у нас остались прежними, то в начале 2023 года жителей домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, жители которых не приняли решение о начислении платы за отопление только в отопительный период, будет предъявлена корректировка. По итогам года, в начале 2023 года исполнителям коммунальной услуги будет произведено сравнение того объема тепла, который жители оплатили в течение 2022 года, с тем количеством тепла, которое реально зашло в дом. И вот полученная разница, она будет и предъявлена потребителям в виде корректировки. Но мы с вами уже неоднократно говорили о том, что корректировка может быть как положительная, так и отрицательная. В случае, если жители в течение 2022 года оплатили большее количество тепла, чем зашло в дом, то корректировка будет со знаком минус. Можно ли как-то избежать корректировок или, по крайней мере, к ним подготовиться? Если жители не хотят оплачивать корректировку, не хотят, чтобы она им в принципе предъявлялась, они на общем собрании могут принять решение о начислении платы за отопление в их доме только в отопительный период. В этом случае плата за отопление в летние месяцы не будет предъявляться, и не будет предъявляться корректировка размера платы за данную коммунальную услугу. Благодарим вас за обстоятельную беседу. Спасибо вам.